Всем доброго времени суток, друзья. Дедика Хелма серии. Мы вас приветствуем, да, мам? Да, всех приветствуем в новом году. Сегодня у нас 2 января. Время у нас обед. Вот. Мама вообще-то решили вместе с Анжеликой сначала напекти сдобы, как бабушка Нюся говорила. Но Анжелика у нас занялась, там нужно срочно. И, кстати, девочки, я опять вам покажу, обязательно напишите мне, кто. Только я прошу, по Чеченской Республике. Мне просто нет, мне эти посылки и почта надоели. По Чеченской Республике, кто нуждается, кто кому может, детские вещи на девочку. Потому что я Анжеле отдала приказ, говорю, я уже все. У меня уже реально просто аллергия. Вещей много, она растет быстро. А них вроде бы, думаешь, так пускай еще вроде, оно уже все маленькое. И каждый раз это все, новый заказ приходит, вещи эти собираются, нет. Будет расхламление, да. Поэтому возраст там 6-5 лет для девочки будут вещи. Но это я потом покажу. Но это мама теперь сама заделает опару. Мам, тут что у вас находится в этой кастрюльке? Ну, здесь на 600 грамм молока, 600 миллилитров молока. Угу. Значит, 2 пачки дрожжей вот этих. Скажи, какие? Нет, уже. Вот После бывает, зажигания. бывает, Ну, говоришь, обыкновенно, пакмай, дрожжи пакмай. маленькая скажем, пачка, да. Да, там 2, потому что это идет, я вообще-то делаю на 300 грамм миллилитров молока, ну тут... Семья большая. Да, по просьбе хозяевов попросили как бы двойную порцию. Значит, на 600 миллилитров молока, 2 пачки дрожжей этих. Вот, потом там, значит, у меня что? 4 ложки сахара, 6 ложек муки. А что еще там? Ванилина 2 пачечки. И вот эта вот опара, так она же вот подошла. Подошла вот эта самая шапочка, вот видите, хорошая дрожжь, свежая. Вот. А здесь отдельно я 5 яиц и масло сливочного. Ну, там была неполная пачка. Ну, чуть-чуть не полная, да. Да, ну там где-то грамм 100-150 Хозяюшка было. масла. Да, 150 грамм вот это масло растопила, яйца сбила. Сейчас туда волью и замешаем тесто. И пусть оно подходит. Будут, наверное, пирожки с повидлом. Ну, может быть, какой-то рулет. Это У нас орехи же еще есть. Ага. орехи и... Творог у нас. Нет, как она называется это? Ну, коричневый. Коричневый порошок. Я помню о чем-то. Ты Исхана еще что сказала, что Исхан купил. Дай, достану. Ой, я никак не вспомню. Корица, да. Бывает, что Корица. вспомнишь, хочешь У нас, сказать. например, Хадижа не любит с корицей ни пирожки, любим ни все, рулеты. Да, я тоже люблю. Я еще помню в детстве, это было... Мама тоже пекла, и это корица была такой дефицит. Это раньше вообще, я помню, это майонез перед Новым годом, где-то там 2 баночки вот эти маленькие, кто-то там по великому блату, горошек, это корица, это все было такой дефицит. Мама, надо это сейчас фартушек. А то дочка продает фартушки. Самый лучший сейчас оденешь фартук, чтобы ты была красивая на фоне пирогов. И нужно спечь обязательно подкову на счастье. Спечем. За ваши деньги любой ваш каприз. Да, у нас бабушка начистила орешков, много есть. Ну, свекровь моя, так что орехи чистить не нужно, они уже готовые есть. Ну, Ну, зять любит с творогом, Танюша, имейте это в виду. Что-то получится. Он как-то приехал, говорит, о, пирожки с творогом. А кто это напек? Я говорю, как, кто, теща? Да, ну скажи в следующий раз, пусть побольше печет, вкусно, ему нравится Да, с все творогом. любители такие. С творогом. Коль мы здесь, то, конечно. Он в рейс, когда ездит, говорит, ну там мне хочется, но не всегда знаешь, кто их пек, что, а так любит с творогом духовочные пирожки. Ладно, тогда по ходу будем все показывать. Танюша пока занимается, я сейчас иду, взяла 3 пакета BMW, сейчас сразу гуманитарную помощь, кому что, давайте, Таня, занимайтесь. Так, поле для работы я подготовила для мамы. Вот, Анжелика
с Исханом сняли тюли, шторы. Вот. Все это будет стираться сейчас. Я говорю, вроде недавно новые, да, ну недавно вот ремонт делали. Уже сколько пыли. О, братва идет, Таня, уже домой. Еще не успели соскучиться, они уже идут. Так, я беру свои боевые пакеты и иду. Нужно. Девочки, напишите, пожалуйста, нуждающие. Ой, София, у тебя сейчас юбка спадет. Двери закрывайте, двери. Ой, София, ты как? София, юбка, смотрите, София, юбка. У меня юбка чуть не упала. Софиш, да вот так суртахка, мам, становись. Становись хорошо. Друзья, вот наша машина новая. Кстати, Висман, ты тоже, да, была? Да. И это да? А какая между ними разница? Нет, бац, что-то. Вот это есть переключение скоростей, как вот это. А, механика, автомат, да, разница. Так, ну, прицеп он там оставил. Сейчас тут чехлы стираются, порядок наводится, в общем. А так она точно такая. Софиш, ты там что хочешь? Я смотрю, я на нем могу залезть, да? Давайте, идите. Как я залезу? Давай, заходите в КамАЗ, подсадить вас, да? Не, мам, мне не надо, я сама сошла. Ну, что ты какая-то? Бестолковая. А? Какая? Мам, смотри, я сама уже научилась. Я Да? тоже могу. Гаяка, только это не умажете там это, то дядя чистил, Висхан вчера чистил целый день. Мам, смотри. Аккуратно снимайте свою обувь, да, и играйте там. Фурия, да, Гаячка? Ой, моя юбка. Ма, я запуталась от юбки. Да. Ма, сними мне юбку. А я головетой. Давай, сейчас я залезу, подожди пока. Давайте я залезу, а ты подвинься чуть-чуть. Давай. Девочка, ты что, куда-то едешь, да? Пап, тут их белые, а не черные. И тут белые, а не черные. Да что такое? Такая какая-то леска. Вот тут. Гаячка, ты, пожалуйста, за руль бы сел, уже ехал. Ты что, не водитель разве? А я уже водитель. Мама, скажи, я водитель. Не, водители ж в основном бывают мужчины. Я тоже уже могу водить. Да? Да. Ну и женщины, конечно, могут, но как-то грузовые в основном мужчины ездят. Редко бывает женщины, но... Женщины тоже. Мам, а я знаю, что это такое. Это то, которое рыбу закрывает. Вот эта штука. Которая рыбу закрывает. Гаячка, садись за руль, поедешь. Пип-пип! Йо-йо-йо. Что, ты боишься? Она ж когда не заведенная, ты же не поедешь никуда. Мама, я умею уже водить, ты знала это? Нет, Ехать могу. к сожалению, не в курсе. Ой, у тебя такие ногти красиво накрашены, лак красивый очень. Смотри. Абдурахман, садись за руль. Я сяду. Да ты б села. Дайте. Так, ладно, я пойду, а вы тут это, Мам. играйте. Мама, принеси наши игрушки.
Машина, игрушки. Не, чтобы нам не было скучно. Принеси, пожалуйста. Принеси. Хорошо, принесу сейчас. Принеси, только мне... Постели все я стираю, все, перины, одеяло, все в дом занесли. Я говорю, ванну с утра зайти было невозможно, но уже я почти закончила. Алисхан куда-то поехал. Виви куда-то поехал. Маш, сними куртку. Не, Софиш, куртку не нужно снимать, холодно будет. Ты что? А если бы мы эту закроем, вот эту? Все, играйтесь, не балуйтесь. Дудя. Не балуйтесь, ладно? Ма, принеси нам. Так, давайте, всем пока, да? Пока. Закрывать двери? Да. Снега нету. Вот такое 2 января. Так, купил Виви корица. Роллтон это на супчике. Хлебушек наисвежайший, аж горячий. У нас же рядом с магазином пекарня, люди пекут хлеб. Черный, белый. Что мне ставят это? Что, будут, да, сегодня пироги, Анжелика? Да. Хоть бы трохи. Гаячка хлебушек кушает с чесночком. Голодный век. Да, вкусный? Свежий хлеб, да, с чесночком? Это на литр, да, Ма, или на сколько? Ну, ты говорила на рецепт 300? На 600. На 600, да. Ну да, но много вышло. Мне кажется, что хватит. Все, оставим, пусть хорошо подходит. Накрываем. Тихо. Каячка, Наполеончик покушал, да, теперь хлебушек с чесночком. Молодец, мальчик. Как введено свежим воздухом подышал, аппетит пришел. Аля. Халат тоже. Девочки, мамулька тут варит борщ зеленый с шалем будет. Зажарочка жарится. Эту сковородку я купила прекраснейшую. Такая хорошая сковородка. Именно для зажарок, девочки. Она вся такая, знаете, хорошая вообще. Не пригорает мне ничего. Чтобы, знаете, не пользоваться вот ОМС, чтобы зажарку мне не делать, да, потому что это такая посуда, знаете, она и хорошая, но она и нежная. Если ее так сильно, по-русски говоря, зачмырить, то она будет не очень. Но для зажарки я купила отдельно. Такую, что можно сеткой натереть хорошо, начистить, чтобы она блестела. Вот. Тут у мамы зажарка, томат, все свое. Вот. В процессе участвуют 3 томата. Это такое, тут и морковка, и помидоры, что еще там, мам? Ну, такая, для борщей приправа, скажем так. Есть чистый томат просто. Вот магазинный томат и чистый томат, не кипяченый, с салицилкой, да, мам? Ой, как я люблю такой томатик. Вот именно люблю, знаете. Кстати, Софичка просила томатный сок, нужно налить, она придет с улицы. Здесь щавель, яйца. В общем, будет сегодня зеленый борщ. Лопаточки есть, но мама все равно боится новые. Не боится, а жалко новые трогать. Вон стоят у нас и лопаточки, там все есть. Мама говорит, там мне что-то жалко. И по привычке берет старенькую лопату. Ну, она хорошая еще. Как-то так. Я, скорее всего, пирог уже готовый будет завтра, потому что уже время у нас позднее. У нас с Анжеликой там идет
Генеральная уборка, шторы тюль я постирать, эти шторы на 18 минут стиральную, а именно тюль я замочила у ванной с шампунью, я стирально их не стираю. Их шампуни в ванной, а вот эти шторы, что по краям, они такие на 18 минут, прохладной водички с ополаскивателем в самый раз. Я просто за то, что сегодня не успеем мы пироги, но это будет в следующем видео готово, потому что у нас уже темно на улице, вы видите. Нужно быстро монтировать видео, потому что не успеет. Это все же грузится. Но связь плохая. Сейчас новогодние праздники. Все же поздравляют друг друга. Все дома, все пользуются соцсетями, поэтому барахлит связь вообще. Анжелика, оставь, пожалуйста, мой автоматик в покое. А то я смотрю, пока я тут записываю, ты тут капитально. Так, значит, много привезли девочки всего по постели, всего. Сейчас пока Анжела тут протирает. Сюда тоже положим что-нибудь. А вообще-то худодец, хорошо, Анжел. Сойер худеет бош. Ох ты, полторашки сейчас. Именно гаркуар дари. Именно и квадратик шпастель. Менцо. И сложить язык ходил. Его обеливай лучше сюда. Это будет как раз что мягкий геор. А то еще ты положить. О, окно загородят. А вот эту постель нормально положить. Вот менцо, постель. Не надо полторашки, Висхан. Полуторки можно покласть сюда. Вот сюда. Полуторки. Да? Вы куда идете? Ты зачем рисунок? Вы теперь будете здесь жить с Галякой. Нормально, гушу. Чё, принесите оттуда, Висхан. Туда несите, чтобы я примерно показала. Что хотел сказать? А? Мама, давай это. Давайте, приносите и начинайте, чтобы я при мне... Полторашки сложите, видишь, на ту сторону. Это евро. Да. Сюда принесите пока целое масло, кидайте. Я просто хотела поснимать наличие, что есть у меня. Можно это как-то воплотить в реальность? Да. Может, телефон, дай мне? Так я хочу снять. Я хочу снять, ты говоришь, можно, только телефон дай мне. Выходит, я что буду делать? Как-то, ну, на зарядке стоит. Так, что вы говорите с вами? Значит, семейки. Семейки у нас. Вот семейка. Это новое, да? Новые. Новинки, да. И семейки такие. Полуторки, Анжела. Полуторки сразу. Это... Мама, где она? Какую она хотела? Она хотела красный, не красный, а какой-то она хотела евро. Вот тоже семейка. Видишь, новинка, Анжела, такая семейка. Это розы, да? Роза, да, белая семейка. Это вот евро. Можно и тут. О, смотрите, Леди Баг. Софиша, жаль, Леди Баг. Ой, Леди Баг. Ой-ой-ой. Что происходит? Анна. Последняя Анна, кстати. Так, иди сюда. не Версачи, евро у нас. Бабочки еще у нас есть, да, оказывается. Перо вот такое тоже, Гуччи, новинки. Перо такое есть, полторашки, ничего, какая. Да, вот семейки. Семейки. Это уже евро идет. Это евро идет. Это евро идет. Тоже подобрать можно под цвет, например. Я сразу говорю, девочки, что есть такие комплекты, которые можно подобрать. Вот семейка, например. Есть такие полуторки, даже евро. Да? Вот этот рисунок можно подобрать. С пером очень классный. Можно подобрать. А есть такие, которые только, допустим, евро и полуторка, либо семейка и полуторка. Это тоже. Значит, Исхан, это открывай, это что, семейка? Ой, это евро, да? Уж евро, что ешь? Нет. Да убирай их оттуда. Туда кидай. Кучу. Это машинки. Вот эти вот. А, нет, это что? Это тоже Анжел? А та немножко другая, да, просто? Или как это? Да, Тут... да. Тут белое как бы, тут... разные Леди Баг. Одна вот такая, другая вот на белом фоне, чтобы вы обратили внимание. Видите, девочка? Леди Баг. Значит, дальше. Розовый, кидай эту упаковку. Они, по-моему, вот эти розы, по-моему, евро они. Розовые, и на них черные сердечки. Вот, да. Это евро. Там ножи есть, Анжела? Сразу ножом можно открывать. Так, это тоже, наверное, евро.
Вот эти очень красивые, да, Анжела, когда на кровати, как красиво смотрятся. Ну, тут снимай обувь. Да, вот эти очень красиво смотрятся. Это семейка, да? О, класс. Версачи семейка. Версачи семейка, это очень ходовые, очень. Да, да. Вот это вот, Исхан, просто посмотри, это евро, я хочу узнать, или полуторка. По-моему, это евро, да. Значит, сюда кидай их. Армани. У нас такие красные есть. Вы вчера рекламировали, кстати? Да, вот имейте в виду, что такие полторашки есть и такие евро есть. Бордовые Армани, потому что многие хотели их. Еще раз дополнительно озвучиваем цену. Значит так, семейки. Да, вот такие вот классные. Покажи, Анжел, нам семейку. Где ты видишь семейку? Вот семейка. А вот такие расцветки еще новые пришли. Тоже нежные, очень красивые. Голубые. Вот идет семейка. Вот где семерка, это, ну так обозначают там, чтобы не путали. Значит, что уходит в семейку? Здесь 2 одеяла, 1 большая простынь, 2 наволочки. Это стоит 2 500. Дальше. Вот такая вот идет евро, допустим, да, евро размер. Здесь 2 на 2,40 простынь, 2 на 2,30 одеяло, 2 наволочки, 50 на 70. Вот такой комплект сейчас, еще раз напоминаю, большие скидки, стоят 2000. Показываем полуторки, да. Полуторки, они бывают в детском варианте, бывают в взрослом варианте, да, они разные полуторки. Здесь, значит, идет 1 простынь, 1 пододеяльник полторашка, простынь полторашка и наволочка тоже полторашка. Это не пододеяльник, а одеяло, да, стеганое 1 одеяло полторашка, стеганая 1 простынь полторашка и 1 наволочка 50 на 70. Этот комплект стоит сейчас по скидке 1500. Обратите внимание, в комплекте идет одеяло, не пододеяльник. Расцветки, как вы видите, разные. Семейки, новинки. Вот эта вот лаванда, она шикарно смотрится в открытом виде. Просто такая нежность, очень красивая. Вообще каждая постель сама по себе красивая. Вот это тоже у нас новинка, голубые такие оттенки. Это новинка, да, вот Шанель новинка. Потом вот такие новинки, в каком плане? Они у нас полуторки бывали, но евро у нас не были в наличии. Теперь они есть и полуторки Армани. Есть еще вот это тоже новинка. Вот, сердечки, такой цвет морской волны, как бы, да, сердечки. В общем, очень-очень красивые расцветки. Много чего нового, девочки. Кстати, кинь-ка мне вот одеяло. Это новинки я привезла. Здесь ты видела, ты же вот таких еще не видела. Комплект типа как морда. Еще синий такой есть, синий, полосками. Вот здесь, девочки. Но только здесь, знаете что? Здесь идет одеяло. Здесь идет одеяло, подушка и наволочка. Здесь нету, как на морда, вот этой перины. Здесь идет одеяло, 2 подушки и простынь. В этом комплекте идет, понимаешь? Можем показать, да, конечно, вот такие вот новинки, таких у меня еще не было, я их не видела, вот они появились. Я просто привезла на продажу, посмотреть, как они пойдут, что с голубыми сердечками, что это, подайте. Да, можно. Да, желтый возьми. Вот такой еще, голубыми сердечками. Тоже, эти комплекты тоже были с рюшечками, посмотрите, тоже их хорошо брали. Вот, очень хорошие. Ну, таких 3, по-моему, у меня вот они, вот такая вот картинка. Здесь, значит, одеяло, 2 подушки и простынь идет, простынь. Это евро размеры. Евро, то есть на большую кровать. И на двушку подходит, и на все. Ну, с этой продукцией, с этим товаром вы знакомы, да? Они разные, их завезли разные расцветки, очень красивые. Кстати, в полоску постель, она идет, они есть и евро размеры, полуторки и семейки, да? Вот, они есть разные цвета, абсолютно. Ну, это я вам показывала, вы многие покупали, заказывали. Но вот еще и из вас многие спрашивают, киса, именно просто на резинке. Я, если честно, до этого не встречала. То сейчас вышли вот такие комплекты, очень удобно. Еще покажите, и у них разные расцветочки, девочки, абсолютно, смотрите. У них тоже есть семейка, евро и полуторки. Вот смотрите, наличие вот. Да, пододеяльник 150 на 2, это 2 штуки.
Простынь на резинке. Обратите внимание, простынь на резинке, что немаловажно, да? Хорошо держится она. Это вообще очень хорошо. Вот, обратите внимание, что какой рисунок красивый. Вот такие вот красивые, смотрите. Полуторка, да. Вот такие вот, девочки, смотрите. Вот они идут. Да. А вот еще, смотрите, желтая расцветка какая красивая. Желтая, смотрите. Сейчас покажу. Желтым цветом. Фиолетовый, да, цвет? Ой-ой-ой. Вот он. Вот внутри, видите, девочки, какие яркие, красивые цвета. Вот так это, один в один, вот так вот это выглядит. Вот такая вот расцветка. Больше как вот лимон, с лимоном такой цвет. Ну, вообще, посмотрите, очень красивый. И вот такой вот цвет, да. И смотрите, девочки, что еще? На резинке. Обратите внимание, что простыня идет на резинке. Это вообще супер класс, да. Вот такой вот цвет еще. Тоже они полуторки есть, евро и семейки. Разные, девочки, есть они в наличии. Вот такие комплекты девочки привезли. У них абсолютно разные цвета. Вот. Очень хорошие комплекты. Вот они, одеяло вот так вот выглядят. Вот красное, зеленое, видите? У них очень хорошее качество. Они идут евро размер, правильно? В наборе что находится? Одеяло 2 на 2,20 одно. Простынь 2,30 на 2,50 одна. И наволочки 2,50 на 70. Две наволочки. Это то, что здесь есть в наличии, вот в этом комплекте. А вот как одеяла выглядят, вот я вам показываю, чтобы, ну, чтобы было понятно. У них очень хорошее качество. Вот я сегодня пришла, я первый раз вижу, да, вот их. Ну, я вижу уже сразу вот по качеству. Смотрите, какая красота. Вообще фабричные комплекты. Очень-очень-очень, ну, хорошее качество. Прям супер. Просто супер. Вот. Дальше у нас вот такие различные пледы, покрывала. Они идут как полуторки, так и евро размеры. Разные, совершенно разные расцветки. Все фабричное, девочки. Все очень-очень качественные вещи здесь. Также хочу, чтобы вы обратили внимание на вот такие комплекты. Там что у нас в наличии в таких? Это 35-40. Дорогой она идет. Если хотят уже. Вот такие вот комплекты, девочки. Очень-очень хорошие. Чисто Турция. Их очень хорошо. да, это как прям это венецианка, да? Да. Под венецианку прям да, сделано красиво. маленькие. У меня обои такие в комнате, только Поесть. голубые цветом. Девочки, вот такие вот комплекты, смотрите. Ну просто это, не знаю, это просто база, на которую я сегодня попала, это просто что-то. Это настолько хороший товар, насколько я хорошее видела, ну такие вещи сегодня, это вообще, это просто что-то. И на матраснике есть хорошее качество. Вот такие вот морда, наборы, девочки, идут в наличии, есть. Вот. Смотрите, какая красота. Машалла, как красиво. Вот с выбитыми бабочками. Смотрите. Нет, он ушел, нет его там. Вот такую в полоску. Тоже очень красивая. Вот выбитая, смотрите. Чисто Турция, девочки. Вот. Смотрите, какое качество у него. Прям мягенькие. И также, девочки, вот такие чемоданы. Из вас многие заказывают. Я отправляю. Турция, вы видите. Турция чисто. Вот такие вот, смотрите. Вот. Очень хорошее качество. Просто супер мягенькие. Чистая Турция идет. Поэтому качество будет, конечно же, классно. И всеми известный огромный чемодан. 11-предметник. Их долго не было, их только вот сегодня привезли. У меня даже одна клиентка была, я даже не могла ей отправить, потому что не привозили, не было в наличии. Были 10-предметники, да? Вот, они дешевле, конечно, идут, а это вот 11-предметник.
И тут вообще, это просто, я не знаю, это просто качество, вы видите, выбитые. Это вот на подарок там, если девушка замуж выходит. И вообще себе, для себя любимых купить, ну вот на свадьбу подарок хороший. Ну вообще, отличная вещь, девочки. Супер просто супер. Вот такой вот тоже есть. Это все вот. Все в наличии, совершенно все есть. Халаты, обратите внимание, какие красивые халаты. Есть с полотенцами, есть просто без. Вот эта вот постель тоже хорошая, с выбитыми вот такими рюшечками, да, красивыми. Вот такая вот фиолетовая, очень красивая, в белом цвете. Ну, он такой молочный, они разные цвета есть. Вот эти вот, смотрите, все разные. В общем, очень-очень красивые, очень. Смотрите, девочки, пришли новые новинки, расцветки. Вот так вот идет. Размеры, обращайте внимание, вот так вот идут. 3 бани, лицо, руки. Это берут люди комплектами. Вот такие вот полотенца. Это, ой, полотенце, говорю, постель. Это вот, это семейный комплект. Не семейный, а евро. Дальше вот такие вот полосками, как гостиница. Видите, девочки, абсолютно разные цвета. Разные. Какие хотите, можем. Вот они такие идут. Это 100% сатин хлопок. Вот. Состав вы спрашиваете. Это вот как гостиница с полосками. Они только полуторки, девочки. Вот в черном цвете. Голубая волна у нас есть. Вот такой вот цвет. Цвета совпадают один в один, как, извините, как на картинке. Чисто белый цвет. И они, кстати, есть еще не чисто белые. Они еще есть молочные. Сейчас покажу. Сейчас. Для сравнения, чтобы вы понимали. Вот молочный цвет. Вот это вот, смотрите, это есть и баня, и лицо. Рук таких и не было. Вот эти салфетки, которые вы берете, они какая красота. Вот они. Эти все наборы, вот они. Просто, чтобы люди могли увидеть, как это вообще, как это выглядит. Они, девочки, воду впитывают просто отлично. Вот такие вот комплекты есть, если кому на подарок. Отлично впитывают воду, просто супер, просто. Вот так они вот идут. Если это баня, то 3 штуки вот размер. Вы видите, 3 штуки. Это не от нас решается. Это уже готовые приходят, мы закупаем. Вот идет лицо. Вот 50 на 90. Вот идут руки. 35 на 70. Это уже готовый материал. То есть от нас. А есть вот такие вот, да? 5 штук в наборе. 5. Вот, дальше. Где у нас еще? Где у нас еще? Сердечки. Вот. Их 6 штук. 50 на 90. Их 6 штук набора. Это чтобы вы понимали. Вот. И вот эти вот комплекты. Я же говорю, у меня одна женщина в заказе, она себе и мужчине заказала. Ну, мужу своему. Ну, мужу, допустим, я выбрала. Она говорит, на свой вкус, киса. Ты женщина такая, ну, вкус хороший. Ну, вот для мужчины я заказала вот этот вот. Вот. А ей, мне как бы нравится вот такой фиолетовый мне. Может быть красный. Вот не знаю сейчас. Вот. Но они очень хорошие. Если на подарок, так вообще, чтобы вы видели, чтобы вы понимали, как вот идут спальные, полтораспальные. Это вот 150. Ну, то есть 150 на 220. Просто это 2 спальный понедельник. Это, но чтобы вы обратили внимание, в евро и в семейке у них всегда идет по 4 наволочки. Вот этот момент запомните. То есть 2 70 на 70, 2 50 на 70. В общем, выгодно брать евро или семейку. Но это для семейных людей. Вот бежевый. В общем, вот такие вот все цвета, девочки, чтобы вы понимали. Сейчас преддверие праздников. Уберите на подарочки. Хорошие вещи, доступные. Вообще. Рай просто. Подушки тоже есть, одеяло есть, покрывало.
Все, все, все. Там баня наверху. 4 по 1100. Хорошее все качество, девочки, у них отличное. Есть вот такие вот комплекты. Рушнички. А восьмерка в Угуле 1100. Да, 4 восьмерки. Совсем другой вид теперь с плиткой. Просто свет плохой. Свет плохой и освещение еще не очень, но вообще это, это совсем другой вид. Совсем. Посмотрите, девочка, как красиво. Плитка блестит, смотрит. Здесь будет посередине такой кругленький коверчик небольшой. И как бы, и все. Товара тоже привезла, девочки, очень много еще в том доме. Ну, скоро будет у меня обзор. Обязательно все покажу. Все вам покажу. Сколько чего всего привезла. Обзор сделаем. Вот. Ну, в общем, мне нравится. Знаете, порог очень... А, еще что, обратите внимание. Здесь же переделки. Тут бумагно красить. В тот момент тоже надо где красным закрасить белой краской. Тут еще, знаете, что я забыла сказать? Здесь у нас, если кто помнит, было 3 ступеньки, когда зеленым было 3, и они были узкие. Сейчас они пошире их сделали, и там больше теперь места. Вот там места столько много не было. У нас там 3-я была еще ступенька. И там поэтому не развернуться. Теперь сейчас здесь больше места тоже стало. Ну и так, мне нравится, что вот это блестит очень, вот эти вот полосочки железные, что они блестят. И этот, ну как сказать... Как под серебро они сделаны, видите? И чисто, очень классно вообще. Прям хорошо так рабочие поработали, прям мастера. Я сказала, новый дом тоже их позовем. Ну, прям люди своего дела, люди на своем месте, да? Действительно соображают, понимают, все делают как надо. Я очень довольна, девочки. Ну, когда будет плинтуса, конечно, соответственно, будет вид намного лучше. И тюль, когда будет тоже, да. Вот, а так я как бы очень-очень-очень-очень-очень довольна. Прям машала. В общем, но что хочу сказать, из-за того, что неровная поверхность, очень много ушло клея. Очень много. Вот я, когда я поехала покупать эту плитку, я купила... что я, как я купила? Я, в общем... Ну, в общем... 25, ну, в общем, на 27 тысяч чем-то у меня вышла и плитка, и пол, и вот эти вещи, что же, вот эти вот по краям, которые, да, что-то у меня вышло на 27. В итоге клея мы докупали еще мешков. Ну, тогда было 5 мешков. Изначально было 5 мешков. Потом супруг еще 5 мешков покупал. И мы с Висханом недавно 2 или 3 мешка покупали. И плитки еще не хватило. Я не знаю, это тогда 30 чем-то по-любому. 30 по-любому ушло. Да, только на материал. И за работу мы дали 15 тысяч. Вот просто, чтобы они поклали. Хотя они трудились, они свой станок привезли. Работали, резали, потому что плитка была длинная. Они трудились, потому что она очень широкая, эта плитка, но в итоге все чисто, все блестит. Джо здесь все повымывала. Ну, тогда, когда они закончили, в общем, конечно, товар тут мы лежать не будет, просто его некуда пока ложить, девочки, некуда. Везде этого товара, в доме в новом, здесь, там, у Исхана, где раньше комната была, везде. Просто мы не успеваем сейчас. И сейчас уже Висхан дома, и мы не успеваем реально с этими отправками. Вот реально мы не успеваем, девочки. Вот честно, снова вам клянусь, мы не успеваем. Ничего делать, втроем даже. Настолько много работы сейчас. Настолько много работы. Вот.
Поэтому, да, у меня там задавали вопрос, киса, где работает Висхан. Я пошутила, что директор канала, ну, это, знаете, было сказано так. Ну, конечно, он занимается делами на компьютере, там все это делает, но большинство, вот эта работа, меня на почту отвезти за товаром, теперь супруга дома нет, Хасавюрт меня возил недавно, один раз, вот, помогает выгружать, загружать все это с товаром возиться мне помогает, это большая помощь. По дому сейчас собираюсь новый дом, купить много товара, то есть полностью все в новый дом, ванную полностью, плитку на пол и на стены, ванную полностью, ванна, джакузи, там сантехника, вот это все, унитазы, мебель ванная, а потом полностью в дом, на весь дом ламинат, теплый пол, двери во все комнаты, что там еще, двери, краска или обои, там, что это будет, да, в общем, в коридор тоже, в первую комнату тоже будет кафель у меня, вот такой примерно, только покрасивее, вот, в общем, мне много надо, просто сейчас новогодний, вот этот месяц, большие скидки, вот, и поэтому я хочу, пока скидки есть, все это закупить, а чтобы они зимой, всю зиму работали. Ему предлагали, чтобы, ну, сейчас привезут тоже еще одну новую фуру, и чтобы Исхан тоже садился, пока первое время с отцом ездит, потом подучится, дальше сам уже будет ездить. Ну, у него есть образование, по своему образованию работает за 15 тысяч в месяц. Я говорю, я тебе в день буду платить 15 тысяч, в день, я тебя умоляю. На любой работе 15. У меня сейчас Головкин сын приезжал недавно, он тоже в газете работает. Где газет печатает, он там фотографируется, у него тоже образование, там за компьютером. Он получает 10 тысяч в месяц. Ну это же смешно. Нет, конечно. Поэтому Висхан нужен мне, именно вот что касаемо товара и почты. Чтобы он меня возил, мы сейчас собираемся машину купить, такую еще длинную для товара. Он меня будет возить, привозить, помогать, потому что для супруга это уже тяжело, девочки. Он так, с рейса приехал, быстро со мной бежит, едет за товаром. Товар домой привезем, в ту же ночь он уезжает в рейс. Ну, правда, это уже не знаю, мы его еле дождались. Поэтому директор канала, ну, это так, мы, знаете, как бы в шутку, да, он действительно занимается моим каналом, он контролирует все на канале, над видео работает, рекламой работает, там, все. В общем, он хорошо в этом разбирается, скажем так, и следит полностью за каналом. Вот. Но самое главное, я сказала супругу, не надо его ни на фору, никуда не надо. Мне он нужен дома, потому что кто это все будет заносить, выносить? Я каждый день отправляю на почту посылки. Кто мне это? Мы уже с Анжелой и так это целый год таскали сами, когда его дома нет. Это ужаснейший труд. Ужаснейший труд. Поэтому Исхан пускай пока сидит дома. Не пока, а пускай сидит. И купим или газель, или длинную машину, и будет он меня возить. А в свободное время с отцом там в доме делать, все обустраивать. Они сами отопление проведут. Да, кстати, трубы эти нужно будет купить, как их, батареи, чтобы они провели отопление в новом доме. И теплый пол будет, чтобы они ламинат сами положили, да, гипс-картон на потолок, ну, в общем, двери вставили. Это все они будут делать сами. Это большая помощь. А потому что сейчас, знаете, как говорит, если одна плитка стоит 5 рублей, к примеру, я говорю, то и положить ее тоже 5 рублей. А там сколько работы, сколько чужим людям платить и зачем, если есть свои мужики дома, которые прекрасно все это могут сделать. Так, халаты тоже поступили к Новому году, мужские, женские, на продажу, девочки, чтобы вы имели в виду, Турция, хорошее качество. Вот, ну, в общем, вот такие вот дела. Я довольна плиткой, пускай на этом пороге только по этому порогу поднимаются только хорошие, добрые люди, чтобы самые хорошие события произошли, чтобы зашли сюда люди хорошие. Ну, в общем, как-то вот так вот. Вот эти полотенца новинки, они есть и баня, они есть и лицо. Они очень красивые. Куда я уже делала лицо? И вот. Вот они, смотрите, баня. И вот они лицо.
Прекраснейшие девочки. Прекрасные просто. Так, ладно, то я вам уже, наверное, надоела со своим порогом. Я просто очень довольна. Я радуюсь. Альхамдулилла. Альхамдулилла. Очень красиво. Совсем другой порог. А с этими, с плинтусами так вообще будет классно.